мы сдавали, писали, для себя прежде всего узнавали. Ну и захотелось показать свой уровень уже. Участники историко-патриотического клуба Отечества Приморской средней общеобразовательной школы своими победами на всероссийских конкурсах детских работ по истории России привлекли внимание Межрегионального общественного фонда «Центр национальной славы». В 2005 году Центр национальной славы России выступил с инициативой реализации проекта «Служение Отечеству. События и имена». Цель проекта – вернуть отечественной истории ее славные вехи. Для реализации проекта был создан попечительский совет, который возглавил председатель попечительского совета Центра национальной славы, президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Владимир Иванович Якунин. В 2009 году проект Центра национальной славы получает новое развитие, на этот раз в форме межрегионального конкурса творческих работ школьников «Служение Отечеству. События и имена». Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культуры Российской Федерации. Представитель фонда Артур Жигалко провел для приморских школьников в рамках межрегионального конкурса открытый историко-просветительский урок. Эта встреча заставляет задуматься, нужно ли заниматься подобного рода деятельностью. Безусловно, нужно, потому что это гораздо лучше, чем просто сидеть дома. Это развивает кругозор. Ребята узнали о героях конкурсных работ, исторических деятелях России. Первому управляющему Государственного банка, благотворителе и меценате Александре Штиглице, первому кавалере ордена Андрея Первозванного, генерал-фельдмаршале Федоре Головине, герою Советского Союза летчике Энделе Пусыпе, генерал-губернаторе Восточной Сибири Николае Муравьеве-Амурском, выдающемся инженере и изобретателе академике Владимире Шухове, устроителе российского флота генерал-адмирале Федоре Апраксине. Кто захочет писать работы, связанные именно с нашим городом или с людьми, которые были, вот Федор Матвеевич Апраксин тоже был, кстати, и когда-то в Койвисте, в Бьорке, пожалуйста, можете приходить к нам, мы всегда вам поможем. Материалы открытого урока пригодятся юным историкам для конкурсных работ. Много новой информации мы сегодня получили. В будущем я планирую написать работу про кого-нибудь из этих людей, скорее всего, про Апраксина, потому что этот человек мне понравился. Клуб Отечества ждет любителей истории и будущих участников конкурсов. Андрей Неробов, Борис Безменов, телепрограмма «Приморский парус».